Здравствуйте, это программа «Интервью с чемпионом». Сегодня у нас в гостях победители и призеры и старший тренер спортивного клуба «Ади Ахмат». Буквально недавно в городе Шали в Чеченской Республике прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2014 годов рождения. И наша сборная, разумеется, тоже своих спортсменов представила. Аждуалча. Поздравляем в первую очередь, разумеется, вас с победой. И хотелось бы начать, разумеется, с тренера, потому что непосредственное участие в подготовке ребят принял именно ты. Ислам, расскажи, пожалуйста, сколько ребят ты повез, как вообще сложились соревнования? В целом, результатом, конечно, я доволен. Мы повезли 20 человек от республики. Из них у нас 12 человек стали призерами, 4 человека у нас заняли первые места, 4 человека вторые, и 3 человека у нас стали третьими, соответственно. Ну и чуть-чуть поподробнее сначала о турнире, потом к ребятам, разумеется, перейдем. Что это был вообще за турнир? Потому что немногие жители нашей республики о нем слышали. О нем, пожалуйста. Турнир был всероссийский. На турнире у нас, получается, принимали участие 400 человек из всех регионов нашей России. Вот. Так-то в целом турнир у нас серьезно был. Ребята тоже, соответственно, которых мы повезли, были серьезные, готовы. Так, в целом, что я хотел сказать, результат хороший. Сайфудин, сначала к тебе, потому что ты ближе к тренеру все-таки находишься. Расскажи, пожалуйста, в какой весовой категории ты выступал, сколько схваток ты провел и как они для тебя сложились? Я боролся в весе 35 килограмм. Я провел 5 схваток. Все я досрочно довел. Первую схватку 8-0, вторую 9-0, третью 8-0, четвертую 9-1 и пятую 9-0. Расскажи, пожалуйста, про то, вот все схватки, как ты говоришь, завершил досрочно. Да. Это была установка тренера все-таки? Да. Или ты как-то так сам захотел так, чтобы быстрее закончить, быстрее первое место взять? Да, я так хотел, чтобы быстрее первое место взять. Схватки в целом были не очень легкие. Был ли какой-нибудь соперник, который, может быть, тебе запомнился, может, он был каким-то слишком сложным, техничным, либо физически очень сильным, либо ты все, плюс-минус одинаковыми оказались для тебя? Все почти плюс-минус одинаковыми оказались. Расскажи, пожалуйста, про пока что свою небольшую спортивную карьеру. Как давно вообще занимаешься греко-римской борьбой и как ты оказался вообще в этой секции? Я со 2 класса хожу на греко-римскую борьбу. Меня отец записал в эту секцию. С 3 класса я зашел в клуб «Ади Ахмат», и там я начал делать результаты. Я был на межрегиональных турнирах, редко бываю на международных всероссийских турнирах. На районных турнирах я занимал первые места. Плавно переключаемся к тебе, Магомед Башир. Расскажи, пожалуйста, как для тебя соревнования сложились? Ваших ребят все-таки было много. Легче ли было тебе, потому что твоих земляков много было? И как вообще выступил? Я боролся в весе 32 килограмма, провел 5 схваток. Со мной попался один с нашего зала. Во второй схватке все схватки провел почти 8-0, кроме схватки за выход в финал. 5-3. Мог чуть проиграть, если ошибку не сделал. Ну и расскажи нам, пожалуйста, Магомед Башир, часто ли ты выступаешь в родном регионе и часто ли приходится выезжать за пределы? Где тебе легче все-таки выступать? Мне легче выступать за регионом. Я чаще всего бываю в Чеченской Республике. Ну и, пожалуйста, расскажи, приблизительно знаешь ли ты, сколько соревнований ты уже отборолся и много ли у тебя наград уже на тот момент, пока ты сейчас пришел к нам? Наград у меня немало, 3 первых вроде есть, 3-4 вторых, третьих, трой, и немного. Хорошо. Ислам, возвращаемся плавно к тебе. Расскажи, пожалуйста, о том, как проходила ваша подготовка. Ребята уже сказали, и мы в самом начале обозначили, на базе спортивного клуба «Ади Ахмат», я так понимаю, вы готовились. Да. Как вообще подготовка проходила, и доволен ли ты был тем, как вы подошли к этому турниру? В целом, да, конечно же, я доволен. У нас тренировки, как обычно, идут в штатном режиме, очень хорошо. Дети дисциплинированы у нас, выполняют всю задачу, которую я поставил в целом. И результат налицо, как сказать. Победителей и призеров у нас, соответственно, немало.
раз сказал, победителей и призеров немало. У нас тут только двое парней представлены. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ну, как вот сказать, всех в вашу студию не поместить, конечно, так как людей-то немало, так что вот, поэтому пришлось двоих только привести. Ну, и очень важный момент ты обозначил насчет дисциплины. Насколько она важна все-таки в тренерской составляющей. Слушаются ли наши дети или приходится регулярно втык делать? В моем понимании, да и вообще в тренерском понимании, это дисциплина, это на первом месте. Без дисциплины у нас ничего не получится. Дисциплина — это основная часть работы нашей. И поэтапно все остальное. Дети, конечно же, разные. Ну, мы работаем над этим. В целом работа успешно у нас проходит. С тренерской стороны мы про дисциплину уже послушали. С ребятами хотелось бы насчет дисциплины немного поговорить. Магомед Башир, Сайфудин. Ну, кто первый скажет, уже сами определитесь. Насчет дисциплины. Сложно ли бывает иногда, когда эмоции берут вверх, слушаться своего тренера, либо в силу воспитания вы знаете, что он вам заменяет второго отца? Как это проходит? Можешь ты начать? Дисциплина важна в греко-римской борьбе. Без дисциплины никак уже. Заниматься приходится по 2 часа в день. Магомед Башир, заниматься, как уже сказал твой коллега по залу, 2 часа в день приходится. Расскажи ты, пожалуйста, о тренировочном процессе. Во сколько у вас тренировки начинаются, как они проходят вообще, и что самое запоминающееся у тебя из тренировочного процесса? Ну, тренировка у нас начинается в 18:00, а заканчивается в 8 вечера. Тренировка проходит успешно. Задачу, которую нам поставил тренер, выполняем. По поводу тренировочного процесса расскажи, пожалуйста, на что делаете упор, когда тренируете ребят? Физика, функционалка, моральная подготовка, она же тоже важна? Да, конечно же, акцент ставится всему понемногу, конечно. Основная часть перед тренировкой у нас, конечно, идет перекличка. Мы детям объясняем, что, как надо себя вести вообще в целом. Конечно же, техническая часть — это очень важна для подрастающего поколения, когда они еще маленькие. Также и физическая часть, и техническая, все делается. Это обязательные вещи в этом плане. Ну и уже прошедший наш турнир, вы к нему, понятное дело, загодя готовились, но год только начался, только февраль у нас уже идет. Да. Есть ли в перспективе на этот год какие-то ближайшие турниры, к которым вы уже начали подготовку, либо только планируете пока? Да, конечно же, мы уже прошли отборы Северо-федерального округа. Там у нас есть и призеры, и чемпионы, которых мы готовим на первенство России до 16 лет. Это Владимир, Суздаль. Также мы готовим до 18 лет одного пацана, тоже призер Северо-федерального округа. Он отобрался у нас также на Россию, Владивосток. И мы также прекрасно понимаем, что очень важны именно сборы, потому что когда ребята тренируются в одном зале, это одно, но если они выезжают либо за пределы, либо хотя бы на нашу тренировочную базу в Мужичах, это тоже какая-то новая атмосфера, скажем так. Как с этим у вас получается? Да, каждый год у нас вот после отборов мы готовимся именно на базе Мужичи, на сбор, у нас стабильный сбор, там мы тренируемся, проходим полностью подготовку и потом едем, соответственно, на наши отборы на первенство России. И на сегодняшний день, если, разумеется, ты располагаешь такими цифрами, сколько ребят у вас на данный момент тренируется, и с каждым годом все больше ли их становится, либо как-то все... Не только с каждым годом, а с каждым днем их становится все больше и больше. Конечно же, у нас в клубе Ади Ахмат несколько групп, поэтому у нас очень много детей. Очень, даже вот назвать точную цифру, около, можно сказать, даже 500, можно сказать. Немало. Ну и хотелось бы, опять же, затронуть тему, мы не отходили от нее, греко-римская борьба. Мы все видим последние годы, что интерес нашего региона, наших спортсменов, и молодых, и уже взрослых, все больше и больше в сторону греко-римской борьбы. И результатов у нас регион наш добивается наиболее высоких именно в этой дисциплине. Как ты думаешь, с чем именно это связано? Может, ментально нам эта особенность близка, что именно греко-римская борьба у нас хорошо идет? Ну, у нас потому, что результаты хорошие, так как вот в 2021 году в Токио у нас Муса Евлоев, олимпийский чемпион. Вот они, наверное, ребята, именно стимул Муса. Также у нас в 2008 году еще был олимпийский чемпион Назир Манкиев. Поэтому, исходя из этих соображений, можно понять, что греко-римская борьба у нас на высоком уровне в республике, да и в России в целом. Мы лидеры
Поэтому Вернемся к нашим ребятам. Мы наших именитых спортсменов уже затронули. Мусаев, Лоев, Назир Манкиев. Мы все прекрасно знаем, каких результатов они добились. И хотелось бы спросить у вас, высшая ступень, на которую вы хотите взойти, как она для вас, в чем она для вас выражается? Можешь начать ты, Магомед Башир? Я бы хотел сначала выиграть СКФО, потом отобраться на Россию, но высшая цель моя — выиграть Олимпийские игры. Моя цель тоже такая. Сначала взять СКФО, потом отобраться на Россию и оттуда уже лететь на Олимпийские игры. И там завоевать первое место. Ислам, расскажи, пожалуйста, вот окружные соревнования. Я так понимаю, ребят будешь вести уже не первый раз, пусть и не этих, может быть, но там как все обстоит, насколько высокая там конкуренция, потому что мы часто слышим, что, опять же, тот же СКФО выиграть зачастую сложнее, чем чемпионат мира или России, потому что конкуренция очень высокая. Расскажи нам об этом. во всех возрастах в целом конкуренция очень серьезная. Соответственно, этому конкуренцию мы готовим ребят. Так что едем на соревнования, там тоже организация и все, что связано с этим, очень серьезно у нас, на высоком уровне. Так проходит. Ну и возрастные категории, раз ты упомянул, ты с одной только возрастной группой работаешь или со старшими? Я со всеми работаю. Вот, И с тогда маленькими, старшими. раз со всеми. начали, давай развернем немного эту тему. С кем тебе работать все-таки комфортнее? С ребятами, которые помладше, либо с теми, которые... Ну, конечно же, учить малышей, маленьких, чуть-чуть сложнее, так как с нуля мы их учим. А тех, которые мы уже довели до какого-то определенного уровня, с ними работать, исправлять их некоторые, которые у них есть ошибки, легче. Уже, мы знаем, есть достаточно хорошая спортивная площадка, Да. если ее так можно назвать, дворец спорта. Конечно. Как ты думаешь, если бы соревнования, будь то окружного, будь то всероссийского масштаба, если бы у нас провели, будь то среди юниоров, либо среди старших, способствовало бы это популяризации греко-римской борьбы еще больше в Ингушетии, и как бы наши ребята там себя проявили в родных стенах? Однозначно, однозначно. У нас не раз проводились всероссийские, международные турниры, конечно же. У нас ребята очень хорошие результаты там показывали. У нас есть победители России непосредственно у нас дома. Также международного турнира проводился турнир Калиматова. Поэтому там у нас были чемпионы и призеры. Так что у нас все нормально в этом плане. И тебе, как тренеру, ребят, разумеется, много раз и за пределы возил, и в родных залах выступали. Тебе как комфортнее, когда ты в родных стенах, когда поддержка болельщиков очень сильно ощущается, либо за пределами, когда нет этого давления все-таки? Потому что кто-то говорит, что за пределами лучше, кто-то говорит, дома стены помогают. Дома, конечно же, непосредственно хорошо, что есть поддержка. Поддержка зрителей своих. А то, что мы выезжаем за пределами, а с этим мы уже сами боремся. У нас есть своя поддержка, команда своя, мы друг друга поддерживаем, ребята так, соответственно, себя поддерживают. И я, соответственно, рядом тренер. В целом, ничего, боремся, нормально. Так что, ну, конечно же, соответственно, дома лучше, когда есть, как говорится, стены домашние помогают. Ребята, вам спасибо за то, что к нам пришли сегодня, уделили нам свое время. Мы вам желаем удачи в любых спортивных и других начинаниях. Аллаху эхту бахлучан. Это была программа «Интервью с чемпионом». Любите спорт, занимайтесь спортом и переживайте за своих земляков. Алик Хилшин.